Наш подход, так, зрителя может, застревали в лифте, Ой, постоянно было. не оплачивали проездной билет, Ой, постоянно было. признавались в любви в школьные годы. Ой, постоянно было. Мэрия Лайф каждую среду в 19:00. Инстаграм, Фейсбук, профиль One Click Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Добрый вечер, вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 19. С вами Марика Амосова. Еженедельно, каждую среду в 19:00 подключайтесь и смотрите прямую трансляцию в Инстаграме, профиль One Click Якутск. И задавайте свои вопросы в комментариях, мы обязательно ответим. Сегодня на ваши вопросы ответит начальник управления промышленного округа Крупнова Ирина Витальевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Скажите, пожалуйста, в чем заключается ваша деятельность и функции вашей управы? Ну, как и любая другая управа городского округа город Якутск, мы занимаемся благоустройством нашей территории, жилищно-коммунальным хозяйством, то есть к нам под контроль попадают все управляющие компании, ТСЖ, которые находятся на территории округа. Социальные объекты все также мы курируем и устраняем самые болевые точки, такие, так скажем, экстренно решаем какие-то вопросы, естественно, текущая деятельность и программы такие на перспективу, которые выдвигает и город, и республика. Мы отрабатываем их уже непосредственно на местах. Какие есть такие интересные проекты, которые должны воплотиться уже в этом году? Ну, получается, в этом году у нас идет строительство новых детских площадок, установка дополнительных игровых элементов на территории округа. Также у нас в 2018 году будет реконструкция улицы Бестужева-Марлинского. Это самый проблемный участок от улицы Кальвица и до Авиационной, многострадальный такой. Вот там очень много машин, но она очень узкая машин. Дорога. Она узкая, но нас заверили, что в этом году там будет реконструкция, и наши горожане комфортно будут ездить по этой улице. То есть дорогу расширят? Будем надеяться, что расширят, да. Во всяком случае, приведут в надлежащее состояние. Вот вы рассказали про садик и про детские площадки. Мы с вами еще разговаривали до эфира. Давайте вот так поговорим об этом. Ну, получается, у нас по социальным объектам, если говорить, да, у нас на территории округа 3 школы и 7 детских садов. Есть подведомственные детские садики, которые принадлежат Якутскэнерго, и муниципальные городские детские сады. Со всеми мы сотрудничаем, тесно проводим городские окружные мероприятия на призыв управы, и просто они нас приглашают в гости. Часто для маленьких горожан проводим какие-то мероприятия. Ну, вот. А в части детских площадок, да, у нас аукцион состоится буквально вот скоро, и мы обновим наши детские площадки на округе, на территории промышленного округа, уберем старые площадки, которые уже совершенно не актуальны, да, потому что наши дети активные, хотят новые современные элементы игровые. Воркаут очень популярны сейчас среди молодежи, и поэтому мы будем стараться общими усилиями с привлечением наших социальных партнеров строить новые площадки. Какое количество ожидается дополнительных каких-то сооружений к площадкам и новые? Ну, получается, у нас в документации где-то порядка 13 адресов, и мы планируем вот по улицам. В первую очередь это идут заявления наших жителей. То есть те пожелания, где действительно либо совсем нет детской площадки, или она уже отработала свое, да, уже порядка 30 лет не было изменений никаких. Поэтому эти адреса мы, конечно, первоочередные отрабатываем. Но к жителям обращусь, тем, которые не попали в этом году по объективным причинам, да, потому что бюджет ограничен, к сожалению. Поэтому мы будем уже рассматривать эти заявки в следующем году при формировании аукционов. Так что, дорогие зрители, кто не успел подать заявку, либо хотят улучшить детскую площадку, обращайтесь в управу, подавайте заявление, но только уже на следующий год. Получается, на следующий год, да. Для начала нужно будет сверить у нас перечень, попадает она в этом году или нет. Если нет, то, конечно, лучше оставить заявление на следующий год, чтобы мы уже знали, где нам в первую очередь нужно будет отработать. Но мы давайте ознакомимся с промышленным округом. Вы сказали, что по второе место по величине, да, наш округ второй. У нас проживает порядка свыше 30 тысяч населения. Из них 9 тысяч это дети. Вот. Площадь у нас достаточно большая, да, мы занимаем, если по улицам вот объяснить людям, чтобы попроще было, да, мы граничим с Губинским округом, улицу Федора Попова мы делим пополам, улицу Дзержинского мы делим со Строительным округом,
и до взлетной полосы, получается, это все наша территория. И уходим уже в речной порт, район, это все наше, и техучасток, и заканчиваем летней переправой, получается, граничим с Мархой. Вот наши соседи такие. Территория достаточно большая. У меня в соцсети поступил вопрос, когда узнали, что сегодня гостем будете вы. Как вы боретесь с криминальной ситуацией в вашем районе, подростковые? Вот у нас, такой получается, да, есть эта проблема, потому что все-таки для населения в 30 тысяч, больше даже, да, у нас уже к 35 подходит, у нас недостаточно социальных объектов. Если в центре города у нас есть и бассейны, и кинотеатры, то, к сожалению, в промышленном округе пока таких объектов крайне мало. Наши ДЮСШ при всем желании, и они очень хотят детей принять, но они просто физически не могут этого сделать. Поэтому есть такой момент, что дети, да, на улице, большая часть из них, и есть проблема криминального характера. У нас работает 2 пункта участковых 3-го отдела полиции. Один из них располагается на Богдана Чижика, второй непосредственно в здании управы промышленного округа, куда каждый житель может прийти и обратиться. В случае, если ваши права как-то нарушаются, вы можете прийти всегда. Ну и единый номер вот 102, который с сотового телефона набирается. Также у нас при управе создан совет профилактики, куда входят у нас социальные педагоги с каждой школы, плюс участковый ПДН. Мы всех их приглашаем. У нас раз в месяц собираются совет собирается и рассматривает какие-то острые проблемы. Также в этом году мы тесно работаем с Центром занятости населения. У нас новый куратор, и у них тоже есть предложение по привлечению детей на волонтерские движения летом, занятость детей в летний период. Это тоже очень важно, потому что дети ощущают свою пользу, учатся зарабатывать деньги, тратить их. Для них это уже новый уровень, они чувствуют себя взрослыми. И поэтому мы стараемся тоже помочь им в этом и трудоустроить их. Но если речь зашла о детях, 1 января, то есть 1 июня, День защиты детей, у нас акция стартовала с вашего округа. Да, тут уже не акция, это большое мероприятие, которое перешло рамки окружного. Как называется? Оно называется «Парад близнецов». Создано оно по инициативе Александра Григорьевича Подголова и Лидии Юрьевны Воробьевой, которые вот решили, что нужно провести такое мероприятие в округе. И первый раз мы его провели, получается, в 2015 году. Собралось очень много пар близнецов. Это мероприятие просто любо-дорого смотреть. Пар было очень много. Там, по-моему, больше 60 было, наверное, пар. Точно я сейчас не скажу. Выпустили даже альбомы, каждому из них подарили с их фотографиями. И самая возрастная пара была, им было уже за 80 лет, которые приехали с Камгеласского улуса, 2 бабушки. Вот. И мы поняли, что раз такой отклик у людей есть, интерес к этому есть, значит, нужно это мероприятие сделать традиционным. И оно теперь вышло уже за рамки округа и перешло в город. И 1 июня в городском парке культуры и отдыха теперь проходит это мероприятие. И с каждым годом близнецов у нас становится все больше. Давайте скажем, если вы близнец и хотите участвовать в параде близнецов, да, пожалуйста, приходите 1 июня в городской парк культуры и отдыха. То есть можно без регистрации просто подойти Можно туда? Без регистрации, можно предварительно выйти на управу промышленного округа. Мы сориентируем уже с организаторами, и вы можете попасть в такую официальную программу, но не обходит никого. То есть кто в этот день в парке находится, они все участвуют. Развлечения, игры, аттракционы, подарки, все это есть. Промышленный округ в прошлом году бюджет составил 28 миллионов 296 тысяч рублей. Давайте поговорим немножко о цифрах. Социальная поддержка 499 тысяч рублей, обеспечение санитарного порядка, уборки территории 6 миллионов 853 тысячи рублей, спортивные и культурно-массовые мероприятия 518 тысяч рублей. Ну и тут по отчету я вижу перечень цифр, куда они были израсходованы. И скажите, какой будет бюджет на 2018 год? Ну, бюджет 2018 года, он уже сверстан. Мы уже работаем по нему, уже отыграно большое количество аукционов по тому же по статье благоустройства. Он остается в тех же рамках, которые есть. Мы, конечно, просим дополнительно там увеличить нам, да? Мэрия все равно идет к нам навстречу, потому что с каждым годом потребности наших горожан, они увеличиваются. Каждый из нас хочет жить комфортно, удобно,
и для развития детей своих, чтобы было больше спортивных каких-то элементов, площадок. Вот это все очень важно. Для нас, для каждого из вас, да, все каждое утром выходят со своим настроением. То есть разница, когда вы встаете ногами на асфальт, и совсем другое ощущение, наверное, если вы в неблагоустроенной территории выходите. Это делает ваш день. Поэтому наша цель – благоустроить наш округ и улучшить качество жизни наших жителей. Мы остановились бюджет, обговорили о том, что в 2018 также будет такая же сумма, она никуда меньше и больше не становится. Да. 28 миллионов промышленный округ выделяется ежегодно. Второй блок это у нас называется Блиц-опрос. Подготовили мы 16 вопросов. И первый. Кем вы мечтали стать в детстве? В детстве я мечтала стать экологом. Но мечта отчасти, наверное, сбылась, потому что на субботник мы ходим регулярно. И муж у меня работает в экологии. Где-то что-то исполнилось. Да, Какое качество вы цените больше в людях в первую очередь? честность. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Такой же молодой город с новыми объектами интересными, побольше памятников, малых архитектурных форм интересных. Он будет развиваться, молодой перспективный город. Сколько лет исполняется городу Якутску в этом году? Так, 386. Что вы считаете самым дорогим в вашей жизни? Семья. Что самое дорогое из предмета в вашей жизни? Из предметов книги. Какая у вас заработная плата? Заработная плата, я точно даже сейчас не скажу, но оклад у меня 9000 рублей. Я сегодня у бухгалтерии уточнила. Сколько вы бы хотели получать? Меня устраивает моя заработная плата. Хорошо. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Радуюсь новому дню, стараюсь принести какую-то пользу и узнать что-то новое. Во сколько просыпаетесь? В 6:15. Когда последний раз плакали? Давно. Когда Даже последний точно раз не назову. смеялись? Буквально минут 15 назад. Представьте себя миллионером. У вас целых 14 миллионов. Куда их потратите и на что? Часть все-таки пойдет на благотворительность и лечение детей. Часть на свою семью и близких. Представьте теперь себя волшебницей. Какую мечту вы бы исполнили? Снесла бы все ветхие аварийные дома в городе Якутске и переселила людей в каменные дома. Замечательная мечта. Теперь представьте себя злодейкой. Какую мечту бы исполнили? Наказала бы тех, кто выкидывает мусор добровольно. Злодейных людей. Да, да. Так, как вы оцениваете свою работу? Вы отличница, хорошистка и так далее? Нет, да, отличница очень далеко. Я оцениваю работу на удовлетворительную. Вы, кстати, вот сколько раз приходят руководители, начальники управы, все мужского пола, вы первая женского прекрасного пола. Да. Как дается работа руководителя, начальника? Ну, поначалу, конечно, очень тяжело, потому что все новое, вникаешь во все. С другой стороны, одно дело, когда ты подчиненный, совсем другое, когда тебе приходится руководить, еще такое беспокойное хозяйство, но зато интересно. Каждый день происходит что-то новое. Хорошо. Мы закончили второй блок и переходим к третьему. Третий блок у нас называется «Было, не было». Мы приступаем к третьему. Вы отвечаете правду и только правду. Посмотрите в камеры и повторите, что ответите только правду. Повторю только правду. Ваша задача максимально быстро ответить, было или не было. Мы подготовили 16 вопросов, и мы приступаем. Застревали в лифте? Нет, не было. Признавались в любви в школьные годы? Было. Поете в душе? Было. Теряли телефон? Ой, постоянно было. Не оплачивали проездной билет? Не было. Сплав по реке Лена? Не было. Жизнь в общаге? Не было. Вождение автомобилем без водительских прав? Было. Краснели ли вы за свое поведение? Было. Смотрели сериал «Игры престолов»? Не было. Мечтали стать президентом? Было. Пускали мыльные пузыри? Было. Давали милостыню просящим? Было. Смотрели сериал «Великолепный век»? Не было. Ответили ли вы неправду на наши вопросы? Не было.
Наш эфир подходит к концу. Ирина Витальевна, пожелание зрителя может быть от управы, а может быть от себя лично. Ну и от управы, и от себя лично. Я хочу пригласить всех горожан на субботники. Трехмесячник по санитарной чистке у нас начался. Каждую пятницу, субботу мы выходим на субботники, и все трудовые коллективы и просто жители, горожане могут выйти, прибрать рядом со своим домом, выйти, убрать какую-то прилегающую территорию. И в первую очередь хочется пожелать жителям: не мусорьте там, где вы живете. Потому что не там чисто, где убирают, а там чисто, где не мусорят. Вот это самая большая просьба. А также желаю всем здоровья, мира, всего самого лучшего вам и вашим семьям. Замечательные слова. А вы подключайтесь, смотрите, задавайте вопросы. На следующей неделе выступит с отчетом начальник управления автодорожного округа Сазонов Владислав Владимирович. До скорой встречи!